Подготовка востребованных специалистов для аграрного сектора от школьной скамьи до университета. Эту тему обсуждали на выездном совещании, которое прошло в Вурнарах с участием министров образования и сельского хозяйства республики. Как объединить усилия школ, СУЗов и вузов в этом направлении? В качестве примера рассмотрели возможность сотрудничества Вурнарского сельхозтехникума и местной школы номер 1. Есть ли у современных детей желание работать в сельском хозяйстве и знают ли они о том, какие специалисты сейчас нужны этой сфере? Об этом в следующем сюжете. Программирование, виртуальная реальность, роботизированные системы. В IT-кубе, который работает при Вурнарском сельхозтехникуме с сентября 2020 года, школьники изучают современные цифровые технологии. Программа интересная, делятся ребята. Учимся разрабатывать свои приложения, точнее, мы используем 3D-редакторы, и получается там мы создаем всякие модели. Можно сделать модель человека, модель помещения. Гости прошли по классам, пообщались со школьниками и поинтересовались, есть ли среди них те, кто намерен выбрать профессию в сфере сельского хозяйства и развивать родной район. Судя по ответам, большинство ребят хотели бы применить полученные знания в большом городе, где, по их мнению, проще построить карьеру. Между тем, современные технологии приходят и в аграрный сектор, и грамотные специалисты там тоже нужны. VR-проектирование – это тренд, который будет еще на 50 лет. Не просто комбайны там без шасси, комбайны без водителя. Трактор, который можно управлять с сотового телефона. Система контроля состояния коровы, даже кошки, мелкого домашнего животного. Это система прогнозирования урожаев, осадков. Это огромный... Мы думаем, сельское хозяйство – это что, ферма? Нет, это не ферма. Сельское хозяйство – это люди и технологии. Профильный министр Сергей Артамонов заметил, видно, что недостаточно ведется работа по профориентации. Нужно больше рассказывать детям о том, какие возможности есть в сельском хозяйстве, которое сейчас проходит путь цифровизации. Разговор об этом продолжили уже в ходе совещания. По мнению министра образования республики Аллы Салаевой, начинать необходимо с самих педагогов. Мы говорим, что будущее у детей в сельском хозяйстве, и это понимаем. А у нас, у педагогов, сформированное мнение, что и у родителей, и у детей, что сельское хозяйство – это такой поостаточный принцип. И вот это самая главная проблема, над которой мы должны начинать работать. Выстраивая взаимодействие учебных заведений, школы, техникума, вуза, прежде всего следует понять, какие специалисты сейчас действительно нужны экономике, подчеркивает в Министерстве образования. И затем не просто рассказывать детям о востребованных профессиях, а увеличить число открытых уроков на предприятиях, чтобы школьники сами увидели, что представляет из себя то или иное производство. По итогам совещания приняли решение создать рабочую группу, в состав которой войдут эксперты от сферы образования, сельского хозяйства и бизнес-сообщества. С одной только целью – выработать конкретную концепцию развития сельскохозяйственного техникума. С той точки зрения, чтобы техникум сегодня был готов принять в свои стены лучших учеников, которые находятся на территории Вурнарского района и за его пределами. И на выходе мы бы хотели получить очень качественного, профессионально готового специалиста, который готов был работать на любом сельскохозяйственном производстве. Юлия Скрябина, Алиса Александрова, Виктор Степанов. Вести, Чувашия.